Новые штрафы в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что можно обеднеть в маршрутке на 15 самани. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Таджикистане депутаты предлагают ввести дополнительные штрафы для нарушителей в общественном транспорте. Нижняя палата парламента Таджикистана предложила поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправке, на пассажира общественного транспорта может быть наложен штраф в размере до 15 самани за неуплату дорожных расходов и багажа. Парламентарий Дильшот Рахмон, предлагая изменения, пояснил, что в соответствии со статьей 295 Кодекса отказ от оформления багажа пассажирам в поездах, самолетах, водном транспорте, такси и междугородном общественном транспорте приведет к административным штрафам. Теперь, чтобы перевести большую сумку, нужно доплатить. Как вы относитесь к такому штрафу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Согласно инициативе, штраф предусматривается также за бесплатный проезд на городском и районном общественном транспорте, провозе зайцем ребенка, багажа, а также за использование чужой льготной карты. Было отмечено, что выявление этих нарушений является обязанностью органов контроля и регулирования в транспортной сфере. Из-за этого контролеров станет куда больше. А также мы хотим вам напомнить, что до конца года на улицах Душанбе обещают, что появятся новые автобусы и троллейбусы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Новые автобусы оснащены отопительным и охлаждающим оборудованием, лестницами для инвалидов, что обеспечит безопасность и транспортировку пассажиров. Партия современного общественного транспорта была предоставлена президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, а также председателю Высшего собрания республики и мэру Душанбе Рустаму Эмомали. В ходе беседы с водителями и ответственными лицами обществ, осуществляющих перевозки пассажиров, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указания и полезные советы по содержанию в хорошем санитарно-техническом состоянии транспортных пассажирских средств. В общей сложности продемонстрировали 36 обновленных автобусов и 69 усовершенствованных троллейбусов. Отмечается, что представленные модели имеют много преимуществ, в том числе по габаритам и маневренности на узких улицах. Напомним, что в настоящее время по улицам Душанбе курсируют автобусы, произведенные белорусской компанией «Белкоммунаж». Каждая модель рассчитана на 90 пассажиров. Также было сказано, что люди, которые имеют госнаграды, будут ездить в этих маршрутках и автобусах бесплатно, даже Эмомали Рахмон. Конечно, вряд ли ему это понадобится, но все же у него будет право на бесплатный проезд. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.